Спартакиада, объединившая филиалы энергетических компаний Абхазии и Краснодарского края, важный показатель укрепления корпоративных традиций среди сотрудников, а также сплоченности коллективов, отметил организатор турнира Резу Зантария. В настоящее время 4 команды. Из НЕСКа приехали 2 команды независимых электрических сетей. Он называется, если всю аббревиатуру говорить, это независимые электрические сети Краснодарского края. Присутствуют 9 районных электрических сетей, это сбытовые компании и сами непосредственно сетевые компании, которые эксплуатируют сети. И местная компания Сухумская ГЭС и дружественные нам компании «Энергия движения», которые также присутствуют у нас, сформированная из молодых ребят коллектива «Мира пива». Ну и вот так как мы собрались, проявили свое гостеприимство, к ним проводим экскурсии, несколько игр, баскетбол, волейбол, общение. При необходимости мы не только обмениваемся спортивными мероприятиями, но и профессиональными навыками. Мы туда отправляем ребят для обучения всяких новых специальностей, на примере работы с высоковольтными кабелями, как правильно устанавливать муфты на высоковольтных сетях, как правильно эксплуатировать небольшие станции, ТПшки и так далее. Все это нам нужно для обмена опыта. Энергетики – одна большая семья, выполняющая общую задачу – надежное энергоснабжение потребителей. А умение совместно проводить досуг, налаживать дружеские отношения в неформальной обстановке – это залог успешной совместной работы. Заряд положительных эмоций, которые мы получаем во время проведения подобных соревнований, позволяет нам еще эффективнее обмениваться опытом, говорит генеральный директор энергосбытовой компании города Краснодар Ольга Краснянская. У нас расширилось количество команд. Мы познакомились с замечательными, с новыми ребятами. Вы слышите, как они радуются, болеют друг за друга. И, конечно, для нас это укрепляет нашу дружбу. Нам хочется приезжать и снова, и снова. Ну и надеемся, конечно, что мы ответные ребятам устроим ответный турнир. Обязательно, традиционно в этом году, наверное, осенью. Все тренируются, все хотят выиграть. Это чувства такие, как спортсмены, наверное, на Олимпиадах. В таком замечательном месте. Единственный недостаток этого турнира – это, конечно, красота. Вокруг она отвлекает. Не знаешь, куда смотреть. То ли на спортсменов, то ли болеть за них, то ли смотреть на эту речь, на эту красоту. И нам здесь интересно с профессиональной точки зрения, потому что эта станция – это просто, конечно, чудо. Инженерное чудо. И это просто бесконечно можно сюда приезжать. В волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис играли не профессиональные спортсмены, а специалисты в области энергетики. Спортивная площадка Сухумская ГЭС собрала людей из разных направлений. Например, из служб эксплуатации, директоров разных филиалов компаний, их замов, инженеров. Так, директор по капитальному строительству краснодарской компании Владимир Алмаев впервые участвует в такой спартакиаде. Во-первых, это дает разрядку людям, которые занимаются повседневно нелегким трудом, обеспечения электроэнергией наших потребителей. А вот такие соревнования позволяют нам набраться сил, сбросить какой-то негатив и продолжать работу. А Сергей Шелудченко не новичок в подобных турнирах. Отмечая важность такого рода встреч, он поблагодарил организаторов спортивного мероприятия. Это очень важно, это объединяет, потому что работа работой, но такие мероприятия, они сплочают коллектив однозначно. Подобные культурно-спортивные мероприятия не только укрепляют связи между филиалами компаний, но и придают дальнейший импульс спортивного движения, пропаганде здорового образа жизни среди сотрудников, отметил коммерческий директор компании «Мир пива» Гудиса Шурдулава. Будет разыгрываться 3 кубка и 1 суперкубок. Соответственно, каждый имеет возможность остаться победителем. По итогам встречи победителями турнира стала компания «Мир пива». Второе место заняли хозяева соревнований Сухумская ГЭС, а третью позицию поделили краснодарские компании «НЕСК» и «ИРД Логистик». По словам организаторов, такого рода встречи планируется проводить регулярно. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.